Казань – мать драконов, некогда центр и столица Казанского ханства. По преданию, город появился на месте, где обитали змеи. Много змей, и правил ими змей-дракон по имени Зеланд. История у города действительно достойна сериала. Казанское ханство получилось в результате распада государства Золотой Орды. Оно, в смысле государства, вполне успешно существовало около 200 лет на землях Центральной Евразии. Орда использовала старый как мир принцип «разделяй и властвуй». Сначала разжигала вражду между соседями, а потом их контролировала. Но, как говорится, все имеет свой конец и свое начало. Так вот, конец Золотой Орде пришел в середине 15 века. Причина, как обычно, родственники не поделили власть. Все наследники Чингисхана мечтали возглавить Золотую Орду, или на худой конец иметь свое собственное ханство. И топили ханы за независимость своих улусов. Стать ханом всех ханов попытался хан Тохтамыш. Он объяснил родственникам, что их сила в единстве и для наглядности разграбил и сжег Москву. Аргументы сработали, и Золотая Орда на некоторое время вновь объединилась. Но победа, видимо, вскружила Тохтамышу голову, и он сделал роковую ошибку, решив пойти против Тамерлана. Того самого Тамерлана, что был его другом и который не раз помогал ему и спасал. Так вот, этот вооруженный конфликт закончился концом Золотой Орды. Тохтамыш остался без армии, отрезанным от Великого Шелкового пути в разоренной и нищей стране, и вскоре потерял престол. Вот как-то нехорошо вышло. Но что вышло, то вышло. И вышло из Золотой Орды несколько независимых ханств. Итак, Казанское ханство было средних размеров, чуть больше Франции, чуть меньше Германии. По своему политическому устройству от Золотоордынского не особо отличалось. Есть хан, он главный, есть диван, он мягкий. Шутка, диван – это совет знати для решения важных вопросов. А для самых важных вопросов есть Курултай. Там и мусульманское духовенство, и землевладельцы, и военные, и другие официальные лица. Казанское ханство просуществует немногим более 100 лет, на троне будут 13 ханов. Свою внешнюю политику и экономику Казанское ханство вело по старой золотоордынской схеме. Ходили на Москву, по пути грабили княжества помельче, заходили в Новгородское, Рязанское, воевали под Суздалем. Дружбы с княжествами не получалось. Недолгие года перемирия и торговли вновь сменялись войнами. Были походы и на восток. Казанскому ханству покорились удмурты, мордва и некоторые другие народы. Границы постепенно расширялись до Урала. Набеги к соседям позволяли пополнить казну и привезти рабов, а потом их продавать. Кроме золотоордынского образа жизни, в Казанском ханстве были живые традиции оседлого жития, доставшиеся от Волжской Булгарии. Не забыли люди земледелие, рыбный промысел, охоту и ремесла. Грамотность – еще одно наследие булгарского периода. При мечетях были школы, медресе. Писали там арабской вязью и читали Омара Хайяма и персидских классиков. Были и свои поэты. Поэт Мухаммедьяр писал сочувственные поэмы о любви к простому народу и жесткости правителей. Вот такой верх толерантности. Гуманистические поэмы и набеги, религия и работорговля. Все в одном флаконе. Ханская элита любила украшения из золота, самоцветов и драгоценных камней, а местные ювелиры и модельеры были в этом очень искусны. Да, кстати, тема ханских сокровищ уже несколько веков не дает успокоиться кладоискателям. Факт в том, что ханские драгоценности действительно пропали. Одни говорят, что они на дне озера Кабан, а другие, что в тайных ходах под Кремлем. Одни уверены, что драгоценностей тонны, а другие уверены, что это все сказки. Сказок в Казанском Кремле действительно много. Одна из любимых про знаменитую башню Сюембике. По легенде, ее возвел Иван Грозный после взятия Казани от большой любви к царице Сюембике. А она, не желая выходить за него замуж, сбросилась с нее, превратилась в лебедя и улетела. Красивая легенда, но вряд ли это так. Историки и архитекторы относят эту 58-метровую башню к 17-18 веку и называют дозорной. То есть построили ее минимум через 100 лет после взятия города. Так что наиболее вероятно, что башня Сюембике к царице Сюембике никакого отношения не имеет. Зато царица Сюембике имеет отношение к истории, которая, кстати, не менее интригующая, чем «Игра престолов». Итак, за престол Казанского ханства в середине 16 века воевали две политические группировки. Одна была за крымских ханов и независимость от Москвы, другая, собственно, за сближение с Москвой. Власть попеременно была то у одних, то у других. Одним из политических инструментов в этой борьбе стала дочь ногайского хана Сюембике. Сначала ногайскую принцессу выдают замуж за промосковского хана, а после его гибели она выходит замуж за хана крымских кровей Сафа Гирея.
А потом, после смерти мужа, Сюембике сама становится фактической правительницей Казанского ханства. Точнее, регеншей, при малолетнем сыне которого возвели на престол. Для мусульманского государства это было необычно, но, кстати, не впервые. Царица Сюембике продолжает антимосковскую повестку, но весы опять качнулись в другую сторону, и в 1551 году к власти приводят дружественного Ивану Грозному хана Шах Али. Сюембике выдают за него замуж, и новый муж отправляет невесту подальше от Казани в Касимов. Дальнейшая судьба царицы неизвестна. Вероятно, вскоре там она и умерла. Вообще, какая-то путанная и грустная история у этой принцессы. Совсем не сказочная. Никакого тебе волшебства и фей, сплошные малознакомые принцы и полная тыква. В 1552 году Казанского ханства не станет, и начнется новая история в составе государства российского. А Казань, мать драконов, как и прежде, стоит на том же месте слияния двух рек и хранит много историй, тайн и загадок. И всегда рада гостям и туристам.